ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 12:30. Городадминистрация. Брифинг начальника управления образования. Тема «Готовность школ и детсадов к началу учебного года». Наболевшая тема – капитальный ремонт в школе номер 2. Ее обещали открыть еще в начале этого года, но подрядчики постоянно отодвигали этот срок. На этот раз строители обещают покинуть здание с 15 по 20 сентября. Уже запланировано торжественное открытие 5 октября, в День учителя. Кроме того, образовательные учреждения столкнулись с главной проблемой – финансированием. Денежные средства, которые были предусмотрены в бюджете, это минус 40% по отношению к бюджету прошлого года. И, безусловно, деньги были выделены на защищенные статьи расходов по бюджету. Это коммунальные услуги, это заработная плата, это связь, это в первую очередь то, без чего мы не можем на сегодняшний день в целом функционировать. И денежных средств на подготовку к началу нового учебного года выделено не было. Но, несмотря на это, удалось увеличить количество мест в детсадах, в связи с чем переживания возникают у руководства детской больницы. Главврач сообщил, все больше родителей перестают делать прививки своим детям. А ведь во избежание эпидемии привито должно быть не менее 95% населения. Руководитель поликлиники видит причину родительской беспечности в плохой информированности. Выбираются мнения непрофессионалов, которые говорят о том, что прививки вредны, содержат какой-то фенол, еще какие-то вредные вещества, хотя в дозе прививки этого же фенола, то есть меньше, чем в яблоке. То есть, что после прививок возникают какие-то заболевания тяжелые, неврологические или фатальные. То есть, я, например, не припоминаю в городе Ухте таких заболеваний, хотя работаю в реанимации 18 лет. В учебных заведениях остро стоит кадровый вопрос. Требуется 47 учителей и 43 воспитателя. На самом деле не самая пугающая цифра. Более плачевная ситуация с медсестрами. Наполненность в детсадах 52%, в школах 39%. Решено выращивать специалистов, то есть заключать договора со студентами и вузами. В этом году на целевые места поступило 15 человек. Меньше чем через неделю педагогический коллектив пополнится 18 новыми сотрудниками. Среди них выпускники Петербургского университета имени Александра Герцена, а также внучка знаменитого ухтинца Александра Ивановича Зеленова.